Так, Сережа, я хочу передать слово своему коллеге, который глубоко уважаю. Музыкант, талантливый, композитор, художник и где-то писатель. Поэт? Сергей? Нет? Нет, не согласен. Но я предоставляю ему слово, пусть он скажет, потому что я уже наговорился, у меня уже голоса нет. Добрый день. Я пользуюсь случаем... Я пользуюсь случаем, то есть как бы во время фестиваля мне не удавалось там прорваться к микрофону. Я хотел бы сказать несколько слов. Дело в том, что я читаю курс лекций о современной музыке в Московском институте журналистики и литературного творчества. Это курс для, в основном, не музыкантов, а для журналистов, которые должны писать что-то осмысленное о современной музыке. К сожалению, осведомленность журналистов о музыке очень невелика. Как правило, она ограничивается там, программами Муз-ТВ и МТВ по телевизору, в основном это нашей отечественной попсой, которая, мне кажется, от музыки, от реальной очень далека. Вот, это скорее социальное явление, такое постперестроечное. Вот, и поэтому как бы, курс у меня пользуется очень большой популярностью. Я знаю, что на него приходят не только студенты, пробираются и посторонние личности, записывают это на мини-диски, потом размножают как-то. В общем, какой-то такой процесс очень сложный. Но вот у меня, я не буду устраивать сейчас лекцию о джазе, я скажу буквально несколько слов, чтобы пояснить то, чем мы занимаемся и как бы вообще как обстоит, что такое джаз. Что такое джаз, никто абсолютно точно не знает. В английском языке Вебстера существует только одна идиома, связанная с этим словом. То есть до появления музыкального стиля под названием джаз, слово джаз в американском варианте английского языка существовало только в одной фразе. All that jazz. Буквально вся эта чушь или вся эта ерунда. Слово имеет неприличный оттенок. Означает что-то грязное, непристойное и не имеющее никакой ценности. Собственно говоря, джаз – это звукоподражательное слово, такое что-то жужжащее, какая-то, в общем, гадость, мерзость, что-то. Где он получил бытование? В основном джаз играли, или музыку, которую впоследствии стали называть джазом, играли в притонах Нового Орлеана. Новый Орлеан – это был порт приписки американского морского флота. После того, как в 1917 году, это год основания джаза, а не только советской власти, разразились эпидемии некоторых заболеваний заразных на флоте, в Новый Орлеан перестали пускать американские корабли. Он был закрыт для входа. Музыканты лишились работы и бросились по всей Америке в рассыпную. Так возник джаз, собственно говоря. Что это была за музыка? Это музыка, которая соединяла в себе, с одной стороны, импровизацию, как основу, с другой стороны, фольклорные корни самых разных народов, которые проживали там. Там жили потомки французских первых поселенцев, креолы, испаноязычных поселенцев в Новом Орлеане, негры из разных племен Африки, мулаты. Чуть-чуть к северу от них жили переселенцы из Шотландии и Ирландии. И вот эта смесь разных этнических мотивов и на основе импровизации породила то, что мы называем джазом. То, что называется у нас сейчас в стране мейнстримом или традиционным джазом, с моей точки зрения, утеряло этот смысл. Потому что для нас американская музыка не является никаким образом нашим фольклором. Это чужая совершенно музыка. Эстрадные мотивчики из американских оперет 20-х, 30-х, 40-х годов тоже к фольклору имеют очень косвенное отношение. Я считаю, что смысл джаза намного больше и шире. Эта музыка стала международной вот как раз в 50-е, 60-е годы. Тогда, когда европейские музыканты, наши музыканты, музыканты из Японии, из Индии осознали, что у них есть свои собственные корни. И не нужно быть американцем, не надо петь на английском языке, изображать из себя человека с больным горлом. Вот Армстронг, знаете, это просто болезнь у человека с горлом была. А теперь почему-то все
джазовые певцы считают, что нужно хриплым горлом петь, значит, изображать из себя больного горлом Армстронга. Не нужно этого, нужно заниматься своим собственным делом. У нас есть прекрасный свой собственный фольклор, свои собственные традиции, да, и нужно просто импровизировать о них, импровизировать с большой энергией. Собственно, джаз – это сплав высокой энергии, телесной энергии, да, такой, скажем, эротической в каком-то смысле энергии, и собственных этнических корней народной музыки, которая питает вообще всю нашу музыкальную культуру. Вот что это такое. И минимально думать об авторитетах, о том, какой дядя как посмотрит на это, скажет, разрешено такой интервал играть или не разрешено, так или иначе. То, что мы покажем вам сейчас, это не значит, что это эталон того, как надо. Проект, который вы сейчас увидите, он существует 3 дня. Мы впервые в таком составе встретились в пятницу, в четверг мы прилетели, да, в четверг. Мы впервые, многие из этих 4 человек, некоторые увидели друг друга впервые в четверг. Мы не репетировали, и мы почти ни о чем не договаривались. Это спонтанная импровизация. Понимаете, вы увидите, то, что вы увидите сейчас, никак не подготовлено. Это такая попытка какого-то музыкального общения, диалога. Значит, что у нас из инструментария? Ударные инструменты у ветерана Игоря Захарова. Игорь является рекордсменом, он установил рекорд Гиннесса сутки игры на барабанах непрерывно, 24 часа. Да. А вчера вот был установлен, ну-ка вы знаете, наверное, рекорд 400 хамусов одновременно, тоже рекорд Гиннесса. Так что вот Игорь рекордсмен. Вадим Субботин играет на очень интересном инструменте диджериду, он вам о нем расскажет. Это инструмент австралийских аборигенов. Да? Может, Вадим, покажи. Пока Сергей настраивает свой чудесный инструмент под названием Apple Macintosh, я расскажу немножко об этих странных инструментах. Не совсем непосредственно австралийские инструменты. В оригинале в Австралии растет эвкалипт, представляете себе. Северная Австралия, дикий край, аборигены. Это эвкалипт внутри, в тяжелые времена, там с продуктами не очень хорошо у термитов. Термиты грызут внутри эвкалипт. Он почему-то им вкусен на вкус, прошу прощения за тавтологию. Выедают середину, там мягче дерево, а вот какую-то стеночку оставляют. Получаются, естественно, природные трубы. Абориген ленивый, зачем саму тащить трубу, если там где-то в лесу насекомые голодные за них работают? Абориген идет в лес, выпиливает трубу, ну, собственно, 2 надреза, да, сверху, снизу, и инструмент готов. Все, тупо, просто, больше ничего, никаких дырочек, ни клапанов, ничего нет, это просто труба. Там внутри, конечно, специфическая поверхность немножко, да, она неровная, потому как термиты не обучены грызть идеально, правильно, как грызется, так грызется, собственно говоря. Но фишка в чем? Хорошо звучит правильно построенный акустический инструмент. Поэтому вот совпадение многих критериев, параметров происходит редко, и у термитов редко получается хороший инструмент, тот, который бы отвечал требованиям инструменталиста, исполнителя как такового. Поэтому есть второй путь в диджериду строении, кроме аборигенского, и он принят нормально, это не пиратские версии, делается инструмент из цельного массива дерева. Просто берется какое-то дерево, клен, береза, ольха, что угодно, желательно плотное дерево, не рыхлое. Пилится вдоль, раскладывается на 2 половинки, 2 канала выбираются, склеиваются обратно, получается труба. Просто изготовитель делает уже нужную ему конфигурацию внутреннего акустического канала, и от того, как он захотел это сделать, как он построил свой инструмент, зависит от того, что получится в итоге, какой будет продукт на выходе. Вот это вот, наверное, единственное в России мы сейчас делаем инструменты такие профессионального уровня диджериду. Очень неожиданно, они приняты в Европе, уже высоко оценены, как такой, как идеально сбалансированный вариант диджериду по тембру, по звуку, по качеству. Там есть такие искусственные нарезочки, канавочки внутри, как будто бы термиты. Вот такой уральский дядечка термит делает хорошие инструменты. Это вариант уже модифицированный, техно слегка, гибрид. Ну, не половым путем полученный, скрещение
скрещивание, кровосмешение тромбона и диджериду, диджерибон. Кулиса позволяет извлекать различные тона. Данный диапазон где-то от до соль. Но если там не додувать, можно и до ля внизу опуститься, но это уже такой нечленораздельный гудящий звук. Для ансамблевой игры. Когда диджеридудисты хотят поиграть вместе, то вот им бывает грустно, если не совпадает по тону инструмента. Понятно, что он никак не подстраивается. Здесь нет трости, которую можно подвинуть как-то вот чуть-чуть. Можно не додувать, передувать, но рабочий режим, он все равно стабильный. То есть вот это фа и фа. Я могу опуститься на ми, но будет не очень удобно. И поэтому для диджеридудистов вот есть такой выход, слайд-дидж, или в данном варианте с хорошо скользящей кулисой диджерибон. Это авторство Чарли Макмахана, Австралия. Это дядечка, который символ Австралии. Ему лет, наверное, уже 60. Он, правда, в сугубо электронику ушел. Несколько такие извращенные формы обработки звука диджериду. Там диджериду уже почти не слышно, но тем не менее это такая интересная музыка электронная. Проект Гондвана можно в интернете найти. Чарли Макмахан, Гондвана. Можно все это приобрести, послушать. Вот здесь у вас вот на выбор два таких инструмента. Основная специфика звукоизвлечения какова? Ничего, что я долго говорю. Еще не устали? Нет. Дело в том, что инструмент очень прост. И так, с возрастом, на вашем месте меня бы это не очень заинтересовало, может быть, не знаю, когда я был вот молодым. С возрастом тянешься к простым вещам и раскрывая в них сложное. Вот предельно простая вещь, труба. Тут штука ни у кого нет, здесь ничего не бренчит, ничего там вот не звук извлекает. Звукоизвлечение происходит губами, не так, как у духовиков, трубачей, тромбонистов и прочее. А основной звук это свободный такой релакс, расслабленное дребезжание губ, базовый тон. Вот, собственно, и все, вроде бы как. Нет. Это она сделала. Он, диджериду это он, прошу прощения. Он не обиделся, надеюсь. Основной способ и база, звукоизвлекательная база, это дыхание на диджериду, циркулярное дыхание. Этому где-то учат, где-то не учат в нашей музыкальной среде образовательной. Циркулярное перманентное дыхание. Здесь это база. Поясняю, если кто не знает, непрерывное звукоизвлечение без пауз на вдох. То есть вдох производится параллельно со звукоизвлечением. До дувания, если здесь духовики есть? Много, да? До дувания, перекрывание корнем языка ротовой полости, до дувания щеками, в это время носовой ход, вход, вдох. Слышно будет? Нет, я вот здесь буду дышать, а туда дудеть. Понятно, да? То есть можно пока вот, собственно, не знаю, каковы критерии завершения этого звука. Можно гудеть, гудеть, гудеть. Захотелось пообедать или уснуть. Вот. Когда это закончится, неизвестно. Отсюда трансовый эффект этого инструмента. Он очень тесно вплетен в мифологию аборигенов. Это такой же инструмент, я говорил на фестивале уже, как вот шаман, бубен, дуэт. Бубен у шамана, диджериду у аборигена. Это инструмент, который участвует во всех церемониях, там называется карабари, посвящение из одного в другой, там из мальчика в мужчину, из мужчины в дедушку, из дедушки там уже никуда, из мужчины в женщину, не знаю, как еще, какие варианты. Понятно, что церемонии длительные, полчаса, час, полтора часа на жаре, и человек работает. На чем? На дыхании, на крупных мышцах дыхательных. Это какие? Духовики, диафрагма, межреберные, да? Этот инструмент очень хорошо развивает мелкую моторику крупных дыхательных мышц. Я, может быть, в силу своей необразованности пока вот не встречал других таких вот способов развить мелкую моторику дыхательных мышц. О чем идет речь? Вот сейчас будет слышны чаще вдохи, например, берем аборигенский ритм. Аборигены вообще такие приджазованные ребята, они не любят какие-нибудь 4/4 умца. Ну, собственно, как и африканские барабаны, любые вот такие вот народные вещи, это все размеры немножко неправильные. А если интервалы какие-то используются, тоже не чистые какие-нибудь терции, квинты, кварты, а грязные, что-нибудь секунды, септима, близкие к этому. Слышно было, да, как дыхание возникает?
В этом ничего сверхъестественного нет. Этому обучаются люди. В Европе очень сильно распространено. Это очень демократичный инструмент. Я уже сказал, дырочек нет, клапанов нет, для ленивых совершенно. То есть единственная задача просто овладеть циркулярным дыханием, которое только на вид такое страшное и непонятное. Это психологический шаблон. Мы просто с детства дышим отдельно, вдох, отдельно выдох, отдельно вдох, отдельно выдох. А тут нужно организму показать, вот тупо показать, есть даже какие-то упражнения, чтобы увидеть, что одновременно может что-то выходить из организма и входить. Одновременный процесс. Тратим и восполняем. Это проецируется легко, говорю об этом как по другому образованию психолог, на жизнь. Вот в телесно-ориентированном смысле, в смысле психофизиологии, у нас есть такие штампы, мы где-то зарабатываем деньги, где-то тратим деньги. Два разных процесса. Ходим на работу ради денег, где-то удовольствие, отдельные процессы. Когда вы привносите на уровне тела такой навык, как одновременность двух процессов, возникают в смысле таком вот мировоззренческом, концептуальном, философском, да, такие способы, как вот одновременность таких вещей. Мы вроде бы и вот и тратим, и тут же и зарабатываем. Это такие два потока из одного кармана и в другой карман. Оказывается, можно. Природа такие вещи, и социум такие вещи позволяет. Главное понять, что это возможно, где это найти, где это взять. Что еще? Значит, основной тон диджериду, дрон. Дальше к этому как работать? Работать можно тембрами, точно так же, как хомусисты. Звук рождается из совокупности акустики ротовой полости, речевых органов, язык, щеки, челюстные движения, дыхание, атака звука. И плюс добавление голоса. Когда мы накладываем на основной тон еще голосовой тон, получается интерференция, наложение, разные прорыкивания, рокотания. Имитация криков птиц, животных, потому что аборигены, ребята, естественно, они такие вот дети природы, они вот в этом живут. И так у них и упражнения называются, имитировать крик кенгуру. Я, правда, не знаю, как кенгуру кричит, я знаю, как февральская вьюга завывает. Но вот сложно такими ассоциациями руководствоваться при обучении, но тем не менее, ну, понятно, да, вот как-то там что-то кричит, какие-то, вот, ну, наши зайцы, может быть, кричат, если наступить. Что еще? А дальше ритм из дыхания. То есть ключевые три слова, которые описывают идеологию диджериду исполнения, состояние исполнителя, дыхание, звук, ритм. Три параметра. То, что, ну все, наверное, да? Все понятно? Я заканчиваю. Там, надеюсь, ноутбук уже включился. Скоростной ноутбук уже включился. Сложные пути. Это мой друг, звукорежиссер, музыкант, уехал в Европу, поскольку там это развито, и потом, когда я к нему приехал, он подсел на это дело. Я, увидев это, тоже подсел на это дело. В России очень мало информации по этому поводу. Фактически вот двойную функцию исполняем. Для того, чтобы информировать и давать людям возможность, делаем инструменты. Потому что в ширпотребе, в варианте ширпотреба в магазинах этнических продаются бамбук, тростник, тоже диджериду. Можно учиться дудеть просто в трубу от пылесоса. То есть вот есть просто труба. Техника та же самая. Вопрос просто в инструментарии, в этом звуковом. Что можно делать дальше? Там используются европейцами приемы, такие как, естественно, передувание, знакомые, да, первый, второй передув, третий передув, трампеты. Это тоже входит. Аборигены так вот, такого не делают, потому что да, искусство аборигенов, оно строго регламентировано. Там точно такая же песня есть, как у шамана. Точно так же песня аборигена, он всю жизнь ее поет, свой ритм. Смешение культур. Вот через Европу, европейская передача, там тоже школа австралийская, европейская, такая вот, компот большой такой. Потому что в Европе такое же порождение drum and ditch в клубной культуре. Очень хорошо работает в клубной культуре. Транс, трайбал, техно.
Thank you.
Thank
Сергей Летов, да? Угу. Сережа, 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 поклонись, пожалуйста. О! Вадим Субботин. Ну как? Нормально, да? То есть всё. Я надеюсь, что на будущий год мы еще с вами встретимся. Вы, пожалуйста, школу не покидайте, учитесь нормально, то есть получайте пятерки, там, шестерки, там все. Но на будущий год мы с вами встречаемся. Договорились? Вопросы из зала? Записки? Нет? Вопросы из зала к вождю? Да, какие-то вопросы у вас есть? Пожалуйста, пусть люди отвечают.
Какие-то вопросы есть? Когда родился, когда Если нет женился. вопросов, тогда все. Что вы сказали? Еще? А, это я знаю эту уловку. Значит, вы в школу не пойдете, да, сейчас? По-чешски это называется «просимо». Это чтобы пропустить занятие, вы делаете вид, что понравилось? Хитрые какие.
Супер! Сергей Ледов, Сергей Субботин. Субботин. Вадим. К сожалению, он сегодня без инструмента, но у него сегодня рыбный день, поэтому он решил сегодня не играть. Вы знаете, совершенно... То есть, давайте так. Мы с тобой взяли два там трейлера, автобуса, да, то есть мы все вместе поедем, потому что таких зрителей надо с собой возить. Правильно, Сережа? Спасибо, спасибо. Но все равно я вижу, что среди вас есть такие люди, которые специально громко хлопают, лишь бы не пойти на урок. Есть такой, нет? Нет, нет. Тогда, ну, в общем, тогда мы с вами все-таки попрощаемся, да? Нет, не навсегда, то есть мы просто говорим до свидания и до встречи. Я понимаю, то есть, но у нас там щи стынут, нас ждут еще другие люди. Спасибо. Спасибо руководству за встречу.